В эфире «Актуальное интервью», в студии Марфелина Алексеева. Здравствуйте. В регионе проходят информационные мероприятия в рамках 13-й Всемирной недели грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей. Сегодня мы узнаем, чем же полезно грудное вскармливание. Гостья студии Ульяна Лебедева, главный диетолог Минздрава Республики. Ульяна Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Неделя в Якутии проходит уже 13-й раз. Какой девиз в этом году? В этом году девиз называется, тоже «В год семьи» в Российской Федерации, «В год детства» у нас в республике. И мы в рамках десятилетия здоровья, назвали «Поддержим и поощрим практику грудного вскармливания в семье». В семьях, да. Чем полезно грудное молоко? По каким параметрам грудное молоко сейчас превосходит современное детское меню питания смеси? Глобальные инициативы поддержки грудного вскармливания – это мировой инициативы, которые выдвинула Всемирная организация здравоохранения и детский фонд ЮНИСЕФ. И уже 13-й год в этом году, в начале августа с 1 по 7 проводится такое мероприятие. И это уже системное мероприятие, которое Министерство здравоохранения Республики Саха-Якутия возглавляет. Что касается пользы грудного вскармливания и пользы уникального состава грудного молока, я хочу сказать, в основном действие на маму. Это, во-первых, психологическое, такое комфортное восстановление, чтобы женщина после родов себя чувствовала комфортно. А для ребенка это вообще, в первую очередь, это защита от воздействия инфекций. Потому что только в грудном молоке есть такие вещества, которых нет ни в одной смеси и ни в каких других продуктах. Это такие антитела, иммуноглобулины, секреторные иммуноглобулины, лизоцим, интерферон, которые действительно защищают ребенка от разных инфекций, и не только инфекций, вообще иммунитет повышают. Ребенок после родов, он же совершает период адаптации, адаптируется в окружающей среде, и в это время, когда вот эти вещества есть, которые он получает в основном из грудного молока, действительно очень хорошо сказываются на поддержании здоровья самого ребенка. Мы назвали пользу матери, пользу ребенка. И вы ранее говорили о том, что проводится очень много исследовательских таких работ, и в СФУ, и везде много. Этой работой занимаемся давно, более, около 30, более 20 лет, и несколько исследований, которых, в принципе, мы проводили под координацией ведущей организации Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологий и безопасности пищи. И еще, я хочу назвать 3 таких организации больших, это Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, Минздрава России, Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова. Это головные учреждения, которые под их курацией мы проводили совершенно такие уникальные исследования, которые касаются изучения состава грудного молока. И у нас даже есть такое исследование интересное, которых можем сказать, которым мы гордимся. До года мы в 7 точках определяли состав грудного молока. У одной и той же женщины. И как это меняется, мы определяли. Потом еще одно исследование, которое касается именно состояния микробиоты ребенка. Мы сравнивали на грудном молоке ребенок, какую микробиоту имеет, микрофлору в состоянии в маленьком возрасте, и на этим искусственных смесях. И доказали, что состав грудного молока и вообще уникальное действие, состав этих пробиотических, пребиотических этих веществ, которые содержатся в грудном молоке, они благотворно влияют на состояние кишечника, желудочно-кишечного тракта, и тем самым повышают иммунитет и действуют на все
на весь организм, все органы и системы организма благотворно, благоприятно. Какие мероприятия проводятся в республике по популяризации грудного вскармливания? По популяризации грудного вскармливания, ну, и так как я сказала, с 2012 года официально мы внедрили этот проект, и на сегодня вот они с каждым годом развивались, да, и ежегодно вот эта Всемирная неделя грудного вскармливания в республике. Мы вот это мероприятие еще к этому мероприятию, всемирному мероприятию добавили, и по Министерству здравоохранения выходят нормативно-правовые документы, да, это приказы, распоряжения, на этот раз распоряжением это вышло о проведении вот Всемирной недели грудного вскармливания и здорового питания матерей и детей, вот в целом, да, потому что грудное вскармливание, оно дальше должно развиваться, и внутри имеет, и питание беременных должно быть нормальное, и питание кормящей женщины, мамы должно быть хорошее, да, но рациональное, и дальше первого года жизни от грудного вскармливания должно идти тоже грамотно. Об этом мы говорим на этой неделе. Что еще? Ну, это касается первые эти годы, да, когда мы проводили эту неделю, были такие огласки о том, что как это, типа, неделю только мы будем кормить грудным молоком. Но об этом мы говорим для популяризации, да, для обозначения значимости, важности этого направления. А так проводится по Министерству здравоохранения Республики при поддержке научных и образовательных организаций, вот под координацией правительства республики проводится системная работа. Сейчас я могу сказать, что система, она налажена, да? И практически получается, да, вот эта неделя, потом форум у нас очень хороший, который 4 октября, мы 3-й форум будем проводить, посвященный здоровому питанию мамы, малыша. И в рамках других мероприятий есть 2 банка грудного молока, которые мы последние 2 года сделали, да, и посвященные этим банкам грудного молока. И поэтому достаточно много, ну, такие ключевые мероприятия, немного, но они ключевые, актуальные и своевременные мероприятия проводятся в республике с участием консолидированной вот такой работы, да, ну, можно сказать, под координацией правительства, главы и правительства республики, которые курирует Министерство здравоохранения. И все участвуют, я специалист, который это курирую, могу сказать, что все больницы, да, медицинские организации, и даже, можно сказать, и они же переходят, эти дети, и в дошкольные учреждения, школьные учреждения, да, и это тоже все в одной связке проходит, и поэтому мы много говорим, не только говорим, но и делаем, и результаты есть у нас, да, и по итогам 2023 года, по федеральной отчетности, оценки, да, уровня грудного вскармливания в процентах, мы из 89 регионов Республика Саха-Якутия после Волгоградской области занимает 2-е место, 74,6% по итогам 2023 года. Это действительно очень здорово. Да, при проведении больших работ. Давайте отвлечемся немножко от грудного вскармливания и поговорим о том, как должна питаться беременная в начале и вообще на протяжении всех 3 триместров беременности. Конечно, питание и беременной, и кормящей женщины должны быть здоровые, да, рациональное, и здоровое, рациональное, сбалансированное, сейчас вот можно назвать всеми, вот включением всех вот этих пищевых веществ, да, этих, которые необходимы для ее состояния. И в первом, особенно важны в первом триместре и в 3-м, считается для специалистов, потому что в первом триместре беременности происходит, как говорится, прикрепление плодного яйца к матке, и в это время как раз очень важное такое состояние происходит, и женщина должна тоже очень хорошо питаться, да? И когда закладываются все органы и системы до 12-13 недели, это очень важно. И питание женщины должно быть разнообразное вообще.
Оно не без отказа от каких-то определенных продуктов. Да? Конечно, должны быть основные группы продуктов, ну, о которых мы каждый день едим, вот, знаем. Да? Это эти хлебные продукты, хлебобулочные продукты, мясные, рыбные продукты, кисломолочные продукты. Это все должно войти, да, в меру. И вот в 2021 году, да, главным санитарным врачом России Анной Юрьевной Поповой был подписан документ государственного нормирования нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах. В соответствии этих норм должны выстраиваться все рационы, и там есть четко подходы к питанию беременной женщины, кормящей маме и для детей первого года жизни отдельно и раннего возраста до 3 лет. И есть еще национальные программы. Национальная программа вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации и от года до 3 лет. Вторая национальная программа, где мы являемся соавторами, и эта программа сейчас переиздается с 2009 года, и поэтому в этой части научно-образовательные организации очень тесно работают с этими головными учреждениями российскими. Ну вот. И не так, только, да? Да, и не только. Да. Ульяна Михайловна, спасибо вам большое за такую обширную и познавательную беседу. Ну а я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.